Все архитектурные конструкции строящихся школ являются типовыми и реализуются в рамках нацпроекта образования. Здания представляют собой трехэтажные постройки общей площадью помещений более 12 тысяч квадратных метров. Стоимость их составляет около 500 миллионов рублей. Здесь будут оборудованы учебные и служебные кабинеты со всем необходимым оснащением, отвечающим современным требованиям. Компьютерный класс, кабинет ИЗО, музыкальный кабинет с инструментами, лаборатории для уроков физики, химии и биологии, спортивный зал, библиотека с медиатекой, читальный зал и книгохранилище. Запланированы помещения для организации кружков дополнительного образования, медицинские и пищевой блоки. В сельском поселении Яндаре рабочие приступили к благоустройству территории. Ты мне скажи, когда ты школу сдашь? Нам говорят, до конца ноября ее сдать. А вы? Мы планируем сдать до конца ноября. Докмол без собак, благоустройство, до Ну, вы вместо там 140 человек, у вас здесь 20 человек работают, или 30, я не знаю. Ну, расторгайте с ними договор тогда. Набирайте других тогда. Потому что это нацпроект по указу президента. И отвечать не вам. Собери вопрос, который можно решить тебе в министерстве, кто тебе может кто тебе глава поможет. Берите, сядьте, и мне в 3 смены хоть. До 30 ноября, что здесь надо только вымыть. Вот с Бальцугой дачу. Потому что здесь работы еще достаточно. Здесь еще площадка. Но я знаю, что за неделю можно и привести в порядок всю территорию. Вот. Ну, да. По проекту также предусмотрены оборудованные спортивные и игровые площадки. Стоит отметить, что руководитель региона систематически проводит осмотр образовательных организаций и ранее отмечал, что возведение социально значимых объектов находится на его личном контроле. Практика отставания от графика должна быть полностью ликвидирована, а нормой для подрядных организаций должна стать своевременная и качественная реализация проектов. Все технические службы, газ яли, свет яли, хажил хундидис, годидис, молохчин, бол хабусагви, собственно, если до 1 июня, до Дню Республики нашей, у тебя получится полностью. Уверен у вас. Глава Ингушетии заявил, что каждый объект, реализуемый в рамках указа президента России за номером 204 о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, находится под контролем региональных властей. Хадис Добриева, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Новости 24.